Добрый вечер, дорогие телезрители. И снова в понедельник, ровно в 19:30, будничный Суперпрайм. Не пропусти главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов, Александра Салих. И я очень рад, что мы хотя бы в формах, скажем так, возвращаемся к жанру темной студии, который мы закончили ровно сезон назад. Это, напомню, была программа «Один из нас». Но сейчас, поскольку мы называемся «Не пропустите главное», у меня такая очаровательная соведущая. Александр, сегодняшняя тема будет звучать «Плюсы и минусы сетевого бизнеса». Насколько я знаю, ты являешься, ну, не то чтобы активным участником, ну, участником, скажем так, вот этого так называемого сетевого рынка. Так? Да, естественно, да. Естественно, Кто знает да. меня, да. Кто знает тебя, да. Хорошо, не будем называть, скажем, компании, в которой, но поэтому я назначаю тебе, скажем, ответственно вот за вот эту часть студии. Я знаю, что разговор предстоит такой серьезный, основательный, у нас целый кандидат наук сегодня, и будем мы говорить о плюсах и минусах сетевого рынка. И еще раз обращаясь к нашим телезрителям, последнее время, ну, можно сказать, что, по крайней мере, в социальных сетях очень многие их пользователи, ну, через одного, скажем так, натыкаются на представителей тех или иных социальных сетевых компаний. О том, как вообще, что из себя представляет рынок сетевых технологий в нашей республике, да, я бы хотел попросить рассказать, поскольку, ну, есть же выражение «сетевой маркетинг», да, вот заведующий кафедрой маркетинга финансово-экономического института СУФУ Юрий Юрьевич Федоров. Что из себя представляет вот этот рынок, объективно? Если навскидку спросить любого человека, что такое сетевой бизнес, сразу же приходят такие известные фирмы, да, ну я назову, да, Mary Kay, Oriflame, Amway. Это навскидку. Но это только видимая часть айсберга, скажем так, да. У всех на устах вот эти вот названия фирм. Но сетевые технологии, они имеют более такое широкое распространение, имеют такой объективный характер и затрагивают практически все сферы нашей жизни. Это и государственные структуры, госуправление, это и бизнес, сфера услуг и так далее. То есть сетевой бизнес – это ответ на вызовы времени. То есть можно сказать, что это форма выживания прямых продаж фирм. За счет чего? За счет того, что участники сетевого бизнеса являются одновременно и покупателями, одновременно являются и продавцами. Это форма выживания. Любая сетевая технология – это эффективность, это эффективный бизнес. Сегодня, если говорить о реализации товаров, то сегодня у нас на рынке существует громадное количество товаров, которые нужно как-то продавать. И здесь сетевые технологии, сетевые компании как раз являются активными участниками реализации вот этой вот огромной массы товаров непосредственно потребителям. Угу. То есть, еще раз повторюсь, это форма выживания бизнеса на сегодняшний день. Сетевые технологии, они имеют такой непрерывный характер. То есть это где-то начало 60-х годов прошлого столетия и сейчас начало 21 века. Но это еще не предел. Сетевые технологии, повторяю, это процесс непрерывный. Он постоянно совершенствуется, и бизнес должен выживать, он должен быть эффективным. Но за счет чего, скажем так, вот на этом, те приемы маркетинга, которые используют представители сетевого рынка, для всех ли они приемлемы? Для всех ли они приемлемы? Да. Здесь вообще-то должен решить для себя каждый сам. Стоит ему этим делом заниматься или не стоит этим делом заниматься? Участвовать ему в сетевом бизнесе или нет? Это только методом проб и ошибок можно выяснить для себя на практике. По-другому никак. Хорошо. Мы не будем затрагивать. Кстати, я хотел бы, сторона, где сидит Александра наша, это представители так называемого белого списка сетевых компаний. Все мы знаем, что есть крупнейший сайт, в котором регламентируются и прописаны все те сетевые компании, которые ведут деятельность на, скажем, легальном уровне. То есть у них в уставах уже прописано, что, выходя на определенный уровень, допустим, чуть ли не на второй, да, предприниматели обязаны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и работать по предписанным государством, скажем так, экономическим законам и условиям. Да? Вот есть такое. А есть куча сетевых компаний, которые, мягко говоря, пренебрегают вот этими условиями. Да? И начинается партизанская такая борьба на уровне бабушек-пенсионеров и так далее, когда никто налогов не платит. Это первое, скажем так, условие, которое нарушает
нарушает условия причисления сетевых компаний к белому сектору. Согласны ли вы? Куча денег движется, да, и какая-то часть вот этой кучи денег, она просто уходит из поля зрения налоговых органов. Так, ну, давайте попробуем посчитать, да? Ну, представим гипотетическую бабушку нашу, у которой пенсия 15 тысяч, и 5 тысяч она может ежемесячно заказывать товар. 5 тысяч. Ну, условно, у нее накрутка может быть, ну, 20%. Это получается с 5 тысяч 1000 в месяц, условно, да? Возьмем 10 месяцев, получается, что у нее оборот будет составлять где-то 50 тысяч в год, и 10 тысяч у нее получается навар. Правильно, да? Правильно. Но теперь посчитаем налоги, если она... Для бабушки это хорошо. Да, но теперь посчитаем налоги, если она зарегистрируется. Одни только взносы в социальные фонды составят порядка 20 тысяч. Плюс, если она выберет режим налогообложения 6%, то получается, она должна заплатить еще. Наша бабушка уже уйдет в минус. Поэтому есть ли резон ей вообще регистрировать свой бизнес? Получается так, что если нет резона, вернее, не можете платить налоги, это означает только две вещи. Ваш бизнес нерентабельный, его не стоит вообще даже открывать, либо ваш бизнес нелегальный. Одно из двух. Но для нашей бабушки получается, что второй случай. Лучше не регистрировать вообще, чтобы не попадать под административное нарушение. Получается так. Получается, что основная масса консультантов, она работает себе в убыток, по большому счету. По большому счету получается так. Можно? Да, конечно. Меня зовут Тимофеева Наталья, старший бриллиантовый директор компании Oriflame. О, какие названия? Бриллиантовый директор? Да, горжусь. Да. Вы знаете, тут немножечко я бы с вами поспорила. Почему? Потому что когда консультант приходит в компанию Oriflame, я конкретно о своей компании расскажу, да, то он напрямую покупает у компании со склада, не переплачивая ни консультантам, ни магазинам, ни посредникам. Она покупает продукт у компании. Что она потом будет с ним делать, это ее дело. Либо она продаст кому-то, либо она кому-то порекомендует, либо она подарит, неважно. То есть она покупает для себя. Совершенно верно, она покупатель. В данном Она случае покупатель. Здесь ни о каком бизнесе нет речи. А почему, Наталья, почему я не вижу вывески Oriflame? Фирменный магазин Oriflame, к примеру, Есть, есть. есть. Они везде есть. Ну, я могу сделать маленькую даже рекламу. Полярная звезда, 2-й этаж. Пожалуйста, добро пожаловать. Это просто то, что мы, в принципе, упустили из поля зрения. Спасибо за... Участница нашего установочного эфира Варвара Баишева. Варвара, утром мы упомянули такой аспект. Да? Если компания, которая предлагает товары по сетевым технологиям, нарушает условия и, скажем, говорит той же бабушке, которая пришла: хорошо, мы вас обслужим, но вы берете, допустим, на энную сумму. Назовем 50 тысяч. У вас нет денег, не беда. А вот рядом с нами сидят, допустим, кредитные эксперты, микрокредитные организации, которые с радостью вам выдадут кредит, несмотря ни на какие условия платежеспособности этой самой бабушки. Это очень часто происходит на селе. Вот необходимо отличить две вещи. Да? Есть компания, которая продает товары, и есть организация, которая выдает займы. Это две разные организации. Весь финансовый рынок у нас на сегодняшний день находится под регулированием Центрального банка России. И, соответственно, вот эта микрофинансовая организация, их у нас на самом деле в секторе 3 направления. Да? Это непосредственно микрофинансовые организации, они работают по своему закону. Есть кредитные потребительские кооперативы. Раньше у них была еще приставочка граждан, да? И есть сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. 3 направления. Вот эти 3 категории организаций, они занимаются предоставлением займов, то есть на платной, на срочной основе. И, соответственно, у каждой организации есть свои правила предоставления займов, где, как правило, самым основным является оценка платежеспособности заемщика. Так? Кроме того, тут необходимо понимать, когда психология человека, да, когда он приходит в какую-то организацию, и он заходит в кабинет, и там сидит две разные организации. Он их не воспринимает как 2 разные организации, он их воспринимает как одно целое.
правильно? И в этом случае, когда, если, да, вот этот представитель микрофинансовой организации начинает выдавать вот этот свой заем, да, на условиях той организации сетевой, которая реализует товар, ну, там, скажем так, пылесос за 120 тысяч рублей, да, там, или еще какой-нибудь товар, и при этом ставит, не объясняет вот этой всей ситуации, то в этом случае он ставит заемщика в неправильное положение. Так? Он не объясняет до конца суть вот этого вопроса. И человек на сегодняшний день, на самом деле это достаточно таки распространено, это в обиходе, когда мы покупаем шубу в рассрочку. Например, да? Приходим мы в магазин, покупаем шубу в рассрочку. При этом мы не всегда осознаем, что мы покупаем, делаем две сделки, да? Куплю-продажи и заем. И вот такая же ситуация, она практически один в один скопируется вот в той ситуации, когда из сетевой компании человек приобретает какой-то товар, ему предоставляется заем. Но тут есть очень такая тонкая грань. Да? В любом случае, когда идет предоставление займа, необходимо сделать оценку платежеспособности заемщика, и человек должен сам подписывая вот этот договор займа, понимать, что он делает. Чаще всего, ну, был прецедент, да, насколько я понимаю, была такая ситуация, когда в одном из ЛУСов нашей республики, ну, если называть вещи достаточно грубо, да, то впаривали в займ сетевой какой-то продукт. Так? В данном случае действительно и та, и другая сторона, мне кажется, сделали серьезное правонарушение. И если клиент, заемщик приходит в микрофинансовую организацию и ему предоставляют, ну, скажем так, впаривают вот такой продукт, он имеет право обращаться и в прокуратуру, и в Центральный банк России. Соответственно, у нас в Якутии это Национальный банк. Существует соответствующий отдел, который занимается микрофинансовым рынком. Этот вопрос может быть отрегулирован. И сразу скажу, что когда мы ведем речь о сетевом бизнесе, да, сегодня не все понимают, что из себя представляет именно сетевой бизнес, в каком плане. Да, есть компании, которые занимаются косметикой, есть еще инвестиционные фонды, да, которые тоже, в принципе, каким-то образом похожи на сетевой бизнес. Да. И кроме того, есть определенные какие-то компании, которые занимаются рекрутингом, да, то есть вот ты приходишь в эту компанию, потом приводишь за собой двоих, и ты получаешь уже какие-то дивиденды. Бонусы, вот это слово, да, вот это слово дивиденды очень нравится нашим жителям, и они думают, что это тоже сетевой бизнес. Они считают себя бизнесменами, и попадая вот в эту компанию, вот в эту ловушку, да, и вот тут как раз начинается та самая интересная история, да, в которой есть и пострадавшие, и потерпевшие, и, как правило, люди, которые сняли сливки и уехали. Так? Ну, мы же все прошли ситуацию с хопером, да? Мы все пережили МММ, да? Мы все пережили вот эти 90-е годы, но сегодня мы наблюдаем то, что начинается новая волна. Начинается новая волна, когда в нашу республику, в наш далекий край приходят все те же финансовые пирамиды. И чаще всего под видом сетевого бизнеса. И вот как раз на сегодняшний день каждому жителю республики, да, принимая какое-то решение, необходимо знать, куда же он все-таки вступает. Вот, мне кажется, вот такая ситуация. Юрий Юрьевич, вы говорили, что большинство сделок вот на уровне сетевого бизнеса, они наличными, да? То есть где наличные, там, в принципе, отследить их невозможно. Но когда начинается укрупнение вот этого на уровне, там, не знаю, региона, федерального округа и так далее, я не думаю, что там обходится. Не возят же они чемоданами деньги. Совершенно верно, да. На низовом уровне, да, расчет может быть и наличным, Но, опять же, да, возвращаясь к вопросу налогообложения. Неверно рассуждать, да, этично это, неэтично, морально, неморально, но налоги – это вопрос законодательства. Налоги платить надо. В любом случае, это уже без выбора, поскольку налоговый кодекс регулирует следующим образом. Да, насколько известно, до 500 тысяч это, если выясняется неуплата налогов до 500 тысяч, это административное правонарушение. Свыше 500 тысяч это уже уголовное правонарушение. Государство ставит границу вот таким вот образом. Поэтому прежде чем заниматься сетевым бизнесом, нужно все-таки трезво оценивать свои возможности, да, и внимательно все-таки почитать и налоговый кодекс, и административный, гражданский кодекс, и уголовный кодекс, прежде чем вообще заниматься бизнесом.
у нас в России. Мгм. Мне, как имеющему отношение к маркетологии, человеку, да вообще, вернее, к рекламе, да, где заканчивается реклама и начинается обман потребителя, да, вот там уже наступает сфера ответственности Уголовного кодекса, да, Российской Федерации. И я знаю, что никто из здесь сидящих не говорит, что там ваша косметика с использованием инопланетных технологий, да, или ваши товары имеют какое-то космическое происхождение, да. Я ничего такого не говорю. У вас косметика как косметика, зубная паста как зубная паста, которые не прекращают быть таковыми, даже если вытащить их из этой обертки, да. А мне иногда не нравится вот настойчивость, и, может быть, здесь градация очень тонкая. Настойчивость, которой представители сетевого бизнеса предлагают свои продукты, да, и вполне вероятно, что вот их какая-то агрессивная реклама, агрессивно в хорошем смысле, да, для эффективности бизнеса, начинает переходить уже границу добра и зла. Можно я отвечу на этот вопрос? Да, конечно. Исманская Анна, компания Amway. Значит, вы знаете, такое место имеет среди народа, потому что, вы знаете, когда пришли сетевые компании, и люди поняли, что здесь можно иметь какой-то дополнительный доход. Но, к сожалению, сетевая индустрия, она молодая, и для того, чтобы в ней эффективно работать, мне нужно разобраться, ей стара, нужно как обучиться. мамонты. Я имею в виду, что новый человек, который приходит, он должен обучиться, и он должен знать ту систему, по которой идет дистрибьюция. Да? Но так, допустим, в компанию Amway приходят люди с 18 лет, и возраст не ограничен, дополнительный доход никому не запрещено иметь. То есть ты можешь купить товар себе, правильно, как Елена сказала, да? Можешь им воспользоваться сам, можешь его подарить, можешь его рекламировать, можешь ты его продать и получить какой-то небольшой доход. Вот. Те люди, которые, допустим, поставили для себя большие серьезные цели, да, потому что любой сетевой, он подразумевает, допустим, компания Amway – это сеть потребителей. И здесь ты получаешь деньги не те, которые просто тебе сыпятся с неба, да, как говорится, вот сказали, что вложил деньги и ждешь, когда тебе манна небесная упадет. Нет, компания отдает деньги людям тем, которые разберутся в системе этого бизнеса, люди, которые будут работать по определенной системе правильно и грамотно, и, конечно, те достигнут более серьезных результатов, но в этом случае нужно очень хорошо знать товар, чтобы показать его лицом, да, не перехвалить, конечно же, потому что правильно вы сказали, что, извините, на сегодняшний день товар в космосе не производится, он производится на Земле. Просто есть уникальная система, ну, уникальная, я считаю, извините, может быть, неправильно говорю, да, система распространения этого товара через дистрибьюцию, потому что это имеет ряд защиты товара, допустим, да, качество товара. Каждая компания, допустим, компания Amway, она гарантирует 100% качество. То есть подделок нет, да? Подделок нет, да, потому что здесь идет передача товара из рук в руки. Из рук в руки. Так я больше поверю какой-то розничной сети, пардон, чем... Дело в том, что розничная сеть, мы сегодня знаем, что... Я понимаю, что вы избегаете издержек на содержание вот этой сети, да? Дело в том, что, понимаете, в чем выгодна дистрибьюция, да? Во-первых, она экономит время. Но я немножко ушла в сторону, вы сказали от нападок, да? Тот человек, который... Пришла волна тех людей, которые поняли, что здесь можно иметь дополнительный доход. Кому-то, кто-то, может быть, и неправильно понял. Они взяли оптом, скажем, товар, его надо куда-то сбыть, и они взяли сумки, пошли по предприятиям, стали навязываться на улице. То есть, да, они поняли, что где-то товар имеет какие-то преимущества, и они уже, желая вернуть свои деньги, которые они вложили, они начинают просто приставать к людям. На самом деле есть система. Система приглашения, система презентации, система разъяснения. И тот человек, который приобретает товар, имеет право выбора. Взять или не взять. То есть это право выбора взять или не взять, и об этом и других правах наших потребителей, наших продавцов уважаемых сразу после рекламной паузы.
Попытаюсь на себя натянуть маску объективности и сказать, что у сетевого рынка есть свои плюсы. Прежде всего, это те божественные запахи и очень хорошо выглядящие девушки и в летнее, и в зимнее время. Куча народу старается следить за собой, ухаживать за собой. И, конечно же, опять же, куча народу, они самозаняты. Они, еще раз, получают какие-то доходы, отчитываются об этих доходах и не требуют у государства ничего взамен. И Саша продолжит нашу. Да, я хотела бы сказать то, что не только девушки, но у нас еще представители мужского пола в студии. Я Вот. глазам не могу поверить. Да, и тоже, между прочим, достигли больших успехов в сетевом бизнесе. Я представляю Евгения Чагина. Здравствуйте еще раз, меня зовут Евгений, да, я вот сейчас вот сижу, слушаю и о негативности, да, всего сетевого бизнеса и так далее. Я хочу сказать одно. На самом деле все люди на земле, неважно чем они занимаются сетевым бизнесом, моделью сетевого бизнеса, да. Молодой человек сходил в кино, он рассказал друзьям, насколько это замечательный фильм, да, причем так настойчиво доказывал свою правоту, да, что кому-то может это показаться действительно настойчивым, но никто на это не обращает внимания, да, кто-то может рассказать об автомобиле там, и так далее, да, кто-то о спортивном зале, там, ну, неважно. О колбасе. Да, о колбасе, которую, как бы, ну, да, но суть в чем, да, суть сетевых компаний, да, вот именно этой модели, там продукция, а здесь реклама, да, но в нашей стране негативное отношение к сетевому бизнесу это из-за конца 80-х, начала 90-х годов, когда вот эти вот модели сетевого бизнеса, да, вот эти вот непонятные пирамиды там существовали, да, вот, но сама-то суть в чем? Все люди занимаются сетевым бизнесом, моделью сетевого бизнеса, да, кто-то за это получает от компании деньги, а кто-то что-то разрекламировал, понеслось по устам, но ему никто за это не заплатил, да, но это одно. Ну а второе, мне часто задают вопросы, как ты вот в компании Oriflame, это сетевой бизнес там и так далее, и так далее. Но, У него ребят, бицепс больше, чем моя голова. ну, ребят, я вообще в этот бизнес пришел, я являюсь персональным тренером, да, Натальи Тимофеевой. Вот. И как-то один раз она мне предложила поработать в компании. Да. Вовлекла. Угостила, наверное, чем-то. Да, но я сказал, я и Oriflame, это, ну, это вообще как, это, ну, это не мое, это несовместимо, да, но она не была настойчива, она мне подарила один продукт из линейки Wellness, да, то есть здорового питания. А я Секретные шаги, да, такие. человек, который с 90-х годов занимаюсь спортом и перепробовал сотни килограмм спортивного питания, да, не буду чернить вот эти вот все компании, но человек, он выбирает лучшее, правильно? Рыбка где глубже, человек где лучше. И на своем ощущении, на ощущении здоровья я понял, что это действительно продукт достойный моего внимания. И почему бы мне не зарегистрироваться в данной компании и получать его со скидкой? А вы быстро вообще у вас рост пошел? Рост, естественно, пошел быстро, потому что на моем примере я опять-таки скажу, что все люди, которые в моей структуре, они все потребители именно вот здорового питания, да, линейки Wellness. Потому что когда... ППшники так называемые, да? ППшники так называемые, да? Правильное питание. Да. Правильное питание – это те продукты, которые были вообще разработаны изначально не для распространения где-то. Для потребления. Для потребления людей, страдающих какими-то заболеваниями, да, реабилитацией и всему подобное. Но я на этих продуктах, отказавшись от спортивного питания, стал абсолютным чемпионом Якутии по бодибилдингу. Да? И что самое интересное, раньше, когда я пытался там скинуть вес, да, просушиться, мне нужно было очень сильно диетиться. А здесь ничего сложного не было. Понятно. Мы Вот, но- во время утренней, я прошу прощения, да, история успеха Евгения, это все-таки тема для отдельного. Нет, я скажем так, имею в спота, виду да? приход в мою Я компанию. понял, да. Да? То есть я пришел на потребление, я начал работать. Вся моя структура – это потребители, я не продавец. Я понял. Евгений, бессмертные слова есть у Ильфа и Петрова, когда ксензы, я просто представил, как Наталья вас, скажем так, охмуряет в кавычках, да? Может, это не соответствует. Давайте мы посмотрим такое. Мы с утра с нашими коллегами сказали, что вообще весь сетевой бизнес, он узко ограничен. Это товары для быта, для дома, для себя, для косметики и так далее, и так далее. И когда вот этот рынок начинает расширяться в сторону тех или иных, скажем так, направлений, да, хай-тека,
диверсифицироваться, как у нас говорят, да, или там конвергироваться, вот там начинаются конфликты, в том числе и с, скажем так, законодательством. Вот в последнее время, скажем, участились случаи, Алексей, коллега мой, писал про эти самые случаи, когда, вот то, что я говорил, когда реклама заканчивается и начинается обман. Все мы знаем, что специалист в области, скажем так, средств связи, да, есть ли у нас стандарт 5G сейчас вообще в природе? На данный момент стандарт 5G еще не разработан. Есть определенные рекомендации, но требования к нему, если мне не изменяет память, должны разработать в конце этого года. Может быть, они будут. Но внедрить его должны, как Мегафон, допустим, заявляет, на тестирование пройдет в 2018 году. 2020 год это вроде будет, когда его запустят только. На данный момент как такового 5G не существует. 5G не существует. Хорошо, отлично. Но, тем не менее, находится компания, которая говорит, купите за 60 тысяч наш чудо-продукт, и вы получите возможность, когда 5G запустится, работать вот с этими сетями 5G. Алексей, так, это Да, так? совершенно верно. Газета «Якутия» обращалась к этой теме, поскольку с недавних пор на территории республики появились представители некой фирмы, которые рекламируют услуги несуществующей связи, причем не только рекламируют еще не оказываемые услуги, но и продают, пытаются продать и успешно продают людям некие смартфоны, некие установки, роутеры, которые якобы в дальнейшем будут работать как и сотовые передатчики. То есть на самом деле специалисты мобильных компаний все в один голос утверждают, что такой связи, как 5G, в ближайшее время, ну, в ближайшие года два не появится еще, года 2-3. То есть это говорит о том, что представители вот этой мобильной пирамиды, скажем так, как мы обозначили ее, они преднамеренно вводят людей в заблуждение, то есть и при этом вот этот товар, который они, ну, грубо говоря, впаривают, очень недешево стоит. По идее, он представляет из себя недорогой китайский смартфон и недорогой китайский роутер, но они подают это как некую космическую станцию, то есть она и в названии имеется Space, ну, космический космос. То есть это аналог пылесоса, да? Которые продавали Нет, Ближайший аналог, да, может быть. несколько лет По назад. модели распространения, скажем так. Но пылесосники ведь же не говорят, что они работают на инопланетных, опять же, технологиях, да? Ну, космическая цена была у этого пылесоса. Цена космическая согласитесь? вообще. Алексей, тут их рекламе звучит 5 ГГц или 5G. 5G. В общем, они очень любят цифру 5. Частота 5 ГГц, она регламентируется ли государством по части лицензирования? Ну, использование радиочастотного спектра в полосе 5 ГГц требует в любом случае получения разрешительных документов при условии, что, то есть не требует получения разрешительных документов, если данные устройства работают внутри закрытых помещений. Но опять же там полоса определена строго, то есть она узкая, да. 5 ГГц это, ну, довольно-таки широкий, то есть от 5 до 6, скажем, это довольно-таки широкий спектр. И там вот на частоты, которые не требуют разрешения и которые используются только, подчеркиваю, только в закрытых помещениях, она довольно-таки узкая. То есть все устройства, которые работают за пределами помещений, да, то есть если... Ну, на 40-50 метров, да? Допустим, да, если этот роутер позиционируется как, допустим, с радиусом 200 метров, ну, грубо говоря, да, то есть он в любом случае уже выходит за пределы помещения. Соответственно, он уже должен иметь разрешение использования радиочастот, ну и, соответственным образом, должен быть зарегистрирован на территории, где он используется. То есть каждый человек, который покупает вот этот роутер, он должен зарегистрировать его как... Нет, тут речь не об этом. Каждый человек, кто покупает вот эту Он должен разрешение требовать. Набор, он уже, можно сказать, что Обман? он выбросил деньги на ветер, поскольку не будет функционировать вот эти устройства. Это понятно, но то, что декларируется 5 ГГц, да? Вот декларируемая частота, она же требует еще и разрешения. Я так понимаю, что да. каждый человек, если теоретически человек, который покупает вот эту установку, он рассчитывает на то, что он будет на нем зарабатывать, он же должен получить это разрешение. Организация, которая распространяет.
том-то и дело, что у нас получается так. Нет, допустим, скажем так, продавать какое-то устройство, работающее на какой-либо радиочастоте, никто не запрещает. То есть он должен быть на территории, на территории Российской Федерации, иметь соответствующий сертификат соответствия в сфере связи. Да? Ответственность за использование этого радиоэлектронного средства лежит полностью на владельце. Хорошо. То есть не знать, что ты должен получать разрешение, это как бы Не избавляет от да, не ответственности. избавляет от ответственности. Да. Леонид, если даже на частоте Wi-Fi роутера, да, это 2,4 ГГц, да, сделать мощность, которая бьет на 200 метров, как декларируют наши с вами сабжи, да, что может стать с человеком? Ну, это сильное электромагнитное излучение, которое 2,4 ГГц вообще, по идее, это распространенная частота, на которой работают Wi-Fi роутеры. Да? С недавних пор начали использовать частоту 5 ГГц. Почему? 2,4 на большее расстояние просто идет. То есть она сквозь стены проходит, сквозь дерево. То есть находясь, допустим, если ты поставил на даче роутер и копаешь картошку где-нибудь, да, ты сидишь в интернете, у тебя все полное, все хорошо. Допустим, и таких частот стало очень много. Вот если вы походите, допустим, зайдете в ограду, встанете где-то посередине, включите телефон Wi-Fi, вы поймаете больше, чем 20, я уверен, Wi-Fi точек всякого разного диапазона. Почему же есть две частоты, 2,4 и 5, да? Это вот как сказать-то, одна частота перебивает другую. Наложение частоты. Наложение частот, да. И это называется помехи. Начинает, допустим, телефон плохо ловить Wi-Fi сеть дома, в квартире, в КПД, да, допустим. Вы не знаете почему, начинаете копаться в настройках, начинаете в этом как-то разбираться, благо есть интернет быстрый, да. Там все написано, все подробно. А вот 5 ГГц – это частота, которая появилась недавно. Распространение свое получила благодаря тому, что на ней мало кто сидит. 2,4 – это очень много, имеется в виду. И ей очень много кто пользуется. Допустим, если пойти в магазин, посмотреть на полки, и вы в основном увидите 2,4 ГГц. Есть роутеры, которые работают на двух частотах. Это 2,4 и 5. Пятерка, она бьет на расстояние поменьше, то есть через стену она плохо проходит, но связь более устойчивая. Леонид, давай я подытожу, да? Если на частоте 5 ГГц сделать Wi-Fi поле радиусом 200 метров, как заявляют наши участники вот данного сетевого, скажем так, сегмента, человек облысеет через 2 дня. Ну, не совсем так, конечно, облысеет, Ну, через но месяц. это пагубно влияет на организм человека. Да. На головной мозг и спинной мозг, там, всю нервную систему, это не есть хорошо. То, что они декларируют, бесплатный интернет, везде, где хочешь, является ли это правдой? Вообще, эта технология сетевого маркетинга, она новая, да? Вот ребята сидят, которые торгуют зубной пастой, да, косметика, спортивное питание, это все понятно. Как человеку не понравилось, он ее пользоваться не будет. А здесь уже как бы новые технологии, новые. Вот, допустим, вот если взять мой телефон, да, вот этот телефон мой, он мощнее моего первого компьютера, который у меня был в руках. Прошло, ну, не так много, скажем, 20 лет прошло, и вот, пожалуйста, да, телефон, который мощнее даже моего второго компьютера, который у меня был. Кто-нибудь в телефонах разбирается? Особо нет. Предмет, по которому можно звонить. Да. Это телефон, который, у него простые функции, он должен звонить, принимать смс-ки, это минимум, максимум это выход в интернет. И тут уже начинается, да, у кого больше экран, вот, то есть производительность самого телефона, экран и камера. Память еще. Немаловажно, память и батарейка. Вот. В этих критериях сотовые магнаты, которые делают телефоны, это Samsung, LG, да, всякие, они делают телефоны. Кому во что гораздо. Кто покупает, пользуется, не понравилось, продал или, допустим, купил новый. Вот этот вид сетевого, так скажем, маркетинга, да, он рассчитан на людей, которые технически неграмотные, которые не понимают, то есть, что это такое. Вот у них есть телефон,
я так скажу, это док-станция с Wi-Fi, в которой они его там вставляют, там он заряжается, какое-то облако есть, в которое они могут свои файлы закидывать. Интересная технология, конечно. Я ее в руках не держал, не тестировал. Заведомая скорость вот, телефона с этой станции 600 мегабит в секунду. Но для того, это же отдельный спутник вешать надо. Не, подождите, это вы сейчас очень далеко уходите, да? Связь телефона, допустим, с вашей радиоточкой. Какая? Кто-нибудь знает? Вот. Вот на этом все и строится. Она не больше, 10. ну, допустим, 20 мегабит можно прокинуть через Wi-Fi. Это можно, по крайней мере. Можно, конечно, и больше, но зачем? Все упирается в скорость записи. Так называемые флешки у нас есть. Скорость записи у них... Мы сейчас технические дебри уйдем. Еще раз говорю. Это технически очень сложная и... Объяснить. Это очень сложно объяснить. И они на этом играют. Они на этом играют. Хорошо. В общем, я скажу, покупая телефон, который некоторые продавцы продают за 60 тысяч, вы покупаете телефон китайского производства, QT-A07 называется, стоит он $145 примерно, док-станция может стоить от 20 до 40 долларов. Это не важно. Это не важно, Это да. не важно, Не стоит он, в общем, 60 тысяч. Еще раз, бесплатного интернета, который, опять же, лицензируется, скажем так, государственными органами, на территории Якутска из микросот в ближайшем, скажем, 50-летии мы ожидать не можем. Согласен с этим? Да, конечно. Ну, скажу про телефон, да. Телефон это, вот все знаете, что у нас есть Китай, да, большой, там 1,5 миллиарда людей живут. Хотите открыть свою сотовую компанию? Пожалуйста, если у вас есть деньги, вы можете, там большой рынок сотовый, вы можете взять любой телефон, даже тот самый iPhone, оболочку его, да, внешний вид, и сзади вместо яблока поставить банан. Допустим, даже откусанный. А это будет ваш бренд. Пожалуйста. Начинка вся будет из Поднебесной. Насчет роутера. Туда можно много чего напихать. Подслушивающее устройство в том числе. Ну, теоретически. Надо Теоретически, запомнить. да. Ну, Надо запомнить. вообще, вот это вот, все вот это вот, невозможно от него защититься. Оно вокруг нас. Этим нужно пользоваться. Грамотно причем. Это Нео сидит. Это новые технологии. Да, которые- давайте мы конкретизируемся. Да, это когда начинают говорить, что телефон работает в сетях 5G, интернет там бесплатный и так далее. Это вот опять же переход к грани добра и зла. Реклама превращается в обман потребителей. Да? Почему же, товарищи психологи, наш, скажем, тот человек, без которого жизнь плоха, так быстро вводится на такого рода приманки? Ну, давайте я отвечу, да? Нарьяна Гаврилева. Сама я вообще к официальному сетевому маркетингу отношусь очень хорошо. Сама потребитель во многих компаниях, сама работаю где-то дистрибьютором, да? Вот так вот по мелочи. Вот. Но отвечая на вопрос, как сказать, у нас достаточно удаленная республика, и я сама жила в Улусе. Там очень ограниченное вообще информационное поле. И вот когда приходят компании, вот финансовые пирамиды, пирамидальные структуры, технические такие какие-то непонятные, а-ля инновационные, или еще какие-нибудь такие интересные технологии в плане здоровья, там что-то там нашептали, какие-то там волшебные камешки приложили к одному месту, которые растут на какой-то горе в одном месте в мире. Ну, в общем, вот какие-то интересные такие вещи. Люди больше верят, потому что, им кажется, особенно если очень авторитетный человек на уровне эксперта приехал из Якутска, откуда-то, ну, действительно есть же такое ощущение, да, что там вот, там где-то в центре знают люди больше, лучше. И я считаю, что единственный путь – это разрабатывать информационное поле вот вместе с журналистами, с какими-то структурами, силовыми, определенными какими-то контрольными органами, с людьми, которыми, с общественными организациями, там, ну, с административными органами. Просто, просто давать информацию. Но в какой-то должен быть центр, потому что психологически, когда уже действительно, как только что-то скажут плохое, или скажут, вот, правда, выступил эксперт, сказал, что это лохотрон. Люди же не дураки, скажут, действительно лохотрон. Нет такого человека, который бы сказал. Я так считаю. Там психологически, что такое? Людям действительно хочется всегда буратинами-то побыть.
Ну, а если, допустим, Сашенька, да. опять же, режиссер у меня в ухе проснулась, да, и которая говорит, что объясни немножко про психологию Буратино. О психологии Буратино, да, о психологии инфантилизма и прочего мы сразу же после рекламной паузы вернемся обязательно, да, и может и самим участникам сетевого. И мы продолжаем нашу передачу. И тема сегодняшнего эфира – особенности сетевого маркетинга. Ты, наверное, в шоке, Саша, да? От тех особенностей, которые тебе раскрывают наши эксперты. И тем не менее, я опять же возвращаюсь к психологии восприятия. Да? Можно ли говорить об инфантильной психологии, скажем так, и психологии мгновенного обогащения в области потребителя каких-то сетевых продуктов, определенных сетевых продуктов? Я бы сказала не сетевых продуктов, а желание получения быстрых денег. То есть вот этот феномен существует именно в этом поле, вот этих лжеинвестиционных компаний и так далее. Пирамид. Пирамид. Там, естественно, насчет инфантильности, да, во-первых, это целевая аудитория достаточно незрелые люди, такие, ну, которые вот действительно хотят халявы. Ну, это молодые, может быть, да, или такие, ну, не очень образованные, вот, которые хотят. Первая категория. Потом, вторая категория – люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации финансовой. Ну, вот все. Да? Нужны деньги. И человек в ситуации отчаяния, там уже немножко разум-то помутился, потому что все уже давит, кредит давит, а тут говорят, слушай, ну вот вложи 60, получишь 120 через месяц. Вот где он так еще получит? И если это говорит авторитетный человек, если он показывает чеки, да, выкатанные с печатью о своем среднем чеке за прошлый месяц, все, это действует. Вот это самое главное, вот эти действуют бумажки. Это очень такой вот момент. И все, человек, в принципе, он понимает. На самом деле люди понимают, что если ты стоишь наверху пирамиды, ты успеешь. А человек, который тебя приглашает, он же хочет свои деньги отбить, он говорит, да мы вот только пришло, вот только в прошлом месяце пришла компания, все, успеем, а там дальше будет, ну это уже потом. Трава не расти, да? Трава не расти. Все, и человек, если на это подсадился, ну все, кого потом ему винить? Вот. Только самого себя, да. Святослав, Давайте я тоже. да, можно я вас прошу? Вот когда начинаются вот эти словословия, да, и прочие приемчики нейролингвистического программирования, да, вот об этом я бы хотел. Давайте. Ну, я в целом хотел бы сказать то, что вот подытожить общими словами, да, как бы то, что вот мы сказали ранее. Действительно, все это строится, вот эти вот сетевой маркетинг строится на психологии, взаимодоверии, взаимодействии между друг другом. Обычно, если вот говорить о том, что тех отрицательной стороны, когда у кого-то случилось несчастье или еще что-либо, те люди, которые пытаются потом внести, быстро обогатиться, но ведь не только об этом речь идет сейчас. Вот сейчас мы говорим о тех людях, которые успешные, вот даже перед нами сейчас вот сидят успешные люди, которые умеют взаимодействовать. А как они это смогли сделать? В этом их плюс, кстати. Да, в этом есть плюс, самое главное. Наверное, самое интересное в этой ситуации то, что сетевой маркетинг – это форма самореализации, реализации тех, наверное, каких-то внутренних потенциалов, именно того, что они никогда ранее не открывали. Ну, наверное, если рассматривать в целом с отрицательной стороны весь этот аспект, то в первую очередь идет именно тем людям, которые находятся, как говорится, внизу пирамиды. Те люди, которые, отдавая последние, они в конце концов остаются ни с чем. Мы говорим об инфантильных людях. Да, инфантильные люди действительно существуют. Это действительно бывает в той или иной жизненной ситуации. Но рассматривая вообще все хай-тек технологии или вообще все те инновации, которые сейчас вот пришли, вот говоря о том, что вот вообще все эти сетевой маркетинг пришел более 40 лет назад и так далее, то мы давайте вспомним самый главный интересный пример, который произошел в нашей современности. Я говорю о компании МММ. Буквально 20 лет назад эта компания была в российском обществе. Это общество, наше общество после развала Советского Союза, оно наконец-то обогатилось, оно начало понимать то, что свобода есть, это вседозволенность. И в конце концов люди начали использовать, как бы закрывая глаза на закон, они стали, например, открывать финансовые пирамиды, МММ. Через некоторое время пирамида распалась. И после этого вроде нашего посадили. Через некоторое время человек опять выходит и создает вторую компанию МММ. Да мне тоже пришло такое письмо. Компания МММ возродилась. Давайте сейчас будет все честно, все будет у нас хорошо. И мы все обогатимся. Проходит буквально 2 года, он опять сидит. Насколько я понимаю, и компания опять разорилась. Почему второй раз люди опять идут же в эту ту же самую провокацию? Это, наверное, самый главный вопрос.
дело не в инфантильности, дело даже не в успешности этих. Это в психологии человека в целом. И мы на этом играем. Многие люди в этом играют. как Они на сказал, этом да. играют. Но, Нет, но ну, подождите. Вот, например, молодой человек точно так же сказал то, что если рассматривать даже те же самые, например, кинотеатр, поход в сеанс в кинотеатре, сказать то, что это действительно интересно. Да, действительно, это какой-то форма маркетинга, когда мы говорим, вообще это круто, это потрясающий фильм или там потрясающий мультфильм. Давайте говорить о том, что если, например, мы покупаем те же самые технологии, например, будущего, 5G технологии, да, они в конце концов оказываются не удел. А что если я буду говорить, приходи ко мне, ты в этом 5G технологиях, и ты будешь самым первым, ты будешь самым успешным. Ведь так же действует. Ты самый лучший, ты лучший. Делать ситуацию успеха для человека, и после этого человек загорается, и после этого он начинает действовать. Может быть, это на совести всех людей, а может быть и всех нас, не То знаю. есть не надо обвинять в этом. Вот смотря на девушек, да, мы говорили о нише для домохозяек, да, смотря на девушек, Елена. Ну да, нас, наверное, трудно назвать домохозяйками. А вообще отношение к сетевому бизнесу, оно такое неоднозначное, да, и если говорить уже о настоящем сетевом бизнесе, о легальном, то, наверное, стоит говорить о том, что где вам обещают большие, быстрые деньги, скажем так, да, то это должно всегда настораживать, потому что сетевой бизнес – это все-таки труд, да, это большая целеустремленность, это вера в свое дело, и это все-таки работа, да, поэтому если вам обещают, что вот сегодня ты вложишь столько, завтра столько, да, то есть наши компании, которые занимаются именно продукцией, да, хочется сказать, что мы безопасны, да, в этом отношении это безопасный бизнес и не требующий большого вложения, да, если действительно кто-то хочет заняться бизнесом. Опять же, по разным причинам приходят в нашу компанию, да, занимаются вообще сетевым бизнесом. Сейчас такая экономическая ситуация, да, что не требуется специального экономического образования, да, что падение курса рубля, оно, конечно, будет отражаться и на заработной плате, да, и на повышении роста цен, и на сокращении, когда люди как раз ищут дополнительный доход. И очень многие в настоящее время приходят именно с дополнительным доходом, а когда уже видят перспективы компании, когда понимают, что здесь действительно серьезно, да, может быть, со стороны это кажется как-то так не совсем, да, но тот, кто занимается, знает. Обычно вот такое вот отношение, оно из-за того, что нет информации, то есть не понимают, что такое сетевой бизнес. И есть возможность как раз самореализации, это творческая работа, есть возможность, скажем так, совмещать с какой-то другой работой. Роста какого-то? Да, определенно это рост, да, это личностный рост, это расширение круга знакомых. Ну, это вообще... Это все к плюсам относится, да? Да, это плюс. У нас опять пробуждается режиссер и требует, скажем так, делать уже подытоживание, да, которое я бы хотел прежде всего... Давайте сделаем таким образом. Итоги, рекомендации в область потребителей, да, и самих участников сетевого рынка. Можно я очень коротко? Да? Вот в сегодняшнем обсуждении мы понимаем следующее. Есть сетевой бизнес, да, легальный, нормальный, реальный сетевой бизнес. Под него маскируются разного рода финансовые пирамиды, определенные компании, которые не нацелены на добросовестную, такую вот работу, да, на рынке. Это первое. Второе. В сетевом бизнесе это хорошо, он хорош тем, что туда может любой человек войти, не имея 5-летнего образования экономического или юридического. Правильно? То есть это имеет очень большой социальный эффект именно вот в кризисные моменты. Для человека это дополнительный доход. Так? И третье, когда каждый человек собирается войти куда-то, да, Mary Kay, там, Amway там, или какая-то другая компания, он должен четко сопоставлять, что он собирается делать. Или он собирается купить тонну порошка и сидеть с этим порошком, да? Или он собирается их продавать, да? Или он собирается за собой двоих принести, их деньги забрать и быстренько убежать. Да, то есть это же все равно решение каждого человека. И вот я соглашусь с Еленой, действительно нужно четко сопоставлять. Бесплатного сыра нету, да? И из монетки там дерево не вырастает. И, соответственно, когда мы видим сверхдоходы, это уже должно насторожить. Когда мы видим большое скопление людей, когда начинают все скандировать, когда идут определенные какие-то тренинги, после которого у вас, допустим, болит голова, да? Или вы не очень хорошо понимаете, что говорят на этих тренингах, да? Вы не очень хорошо осознаете, что вы делаете вот в этот промежуток, да? То лучше действительно остановиться.
проветриться, уехать куда-нибудь, да, по крайней мере для того, чтобы осмыслить, что вы делаете. И всегда, когда вы несете свои деньги куда-то, вы должны четко понимать, что за этим последует. Риски определенные. Риски, да. В любом случае, когда вы начинаете заниматься сетевым бизнесом, легальный, нелегальный, вы берете на себя определенные риски, в том числе предпринимательские, и в конце концов ответственность перед своей семьей. Да, когда придется потом убегать от этих долгов и кредиторов, да, это же тоже достаточно серьезные последствия может иметь. И, соответственно, каждый человек должен для себя принимать четкое решение. Отлично, хорошо. Саша, ты получила полезную информацию для себя в ходе сегодняшнего разговора? Очень кратко. Я, в принципе, это все знала. Все это знал. И я думаю, что и все остальные участники, нужно было вот это дело спроецировать, как гиперболоидия инженера Гарина, и вот этот поток информации, полезный и очень. В сетевом бизнесе есть свои плюсы личностного роста, интеллектуальные какие-то, я не знаю, хотя бы Вообще в элементарно степени даже красоты хотя бы. начать бизнес с минимальными вложениями, да? Да. То есть Все, нам требует уже уходить с эфира. Всего вам доброго. Я считаю, что эфир был полезен для всех жителей нашей республики. Увидимся.